Пасхальный цикл церковного календаря включает подготовительный период к Великому посту, Великий пост, Светлое Христово воскресенье и недели после Пасхи. Церковь так все устроила исторически, что к Великому посту идет даже подготовка. Подготовка к подвигу, который из года в год призван совершиться в той или иной степени. У каждого свои силы к посту, свои возможности, но тем не менее человек призван какую-то жертву Богу принести. Широкое распространение христианства в Осетии доказывает существование народного традиционного варианта церковного календаря, сохранившего мощный пласт древней культуры. Народная традиция в каждом народе христианская, она надежно исторически фиксирует то, чем жили предки. Вот сегодня мы постимся, нам, наверное, легче, потому что в плане гастрономических вопросов у нас все есть на самом деле для этого. А вот, например, в горах и еще 150 лет назад, как они держали этот пост, вот я не представляю. Бекзат Аргиев, знаменитый бытописатель, пишет, что человек, который нарушал пост, его в обществе называли «анахдаусебал», то есть это чревоугодник буквально с астинского. Народная традиция сохранила и вот эти великопостные действия до поста, Тутербон, день Федора, Федорова суббота у нас. Астины называли этот первую неделю Штертутерта по-астински. 2 недели до Великого поста астины называли Комахшанта, Федекомбат, когда последнее воскресенье, когда можно было вкусить мясные продукты. Потом у нас в церковном обиходе 2, 3, 4 неделя поста в субботу у нас поминальные. В астинской традиции лаушганан, тафацак, декагма, фаштаг лаушганан. То есть там четко не просто параллель идет, а последовательность пасхалии, которая двигается вперед или назад. Но вот астинская традиция народная, она ее хорошо, надежно фиксирует. И получается там Куазан, Пасха, потом идет Мартекуазан, Пасха усопших, потом там идет Жардаваран, Вознесение, потом Кардахашем, Пятидесятница, потом День всех святых Дауджита. И все органично идет вслед. Это народная система, которая сохранялась, это вот важно понимать. Причем для христианина это 2 традиции. Одна канонически книжная, церковная, а другая, которая вот осталась нам от предков, которая абсолютно не противоречит, но хорошо ей подпитывается. То есть сегодня астинные христиане, они как раз таки неминуемо призваны еще соблюдать то, что делали их предки.